Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшакшара. По традиции расскажем о самых главных темах сегодняшнего выпуска. Парламент считает необходимым разработать закон против домашнего насилия после трагедии в Гулрыбском районе. На сессии парламента было рассмотрено более 10 вопросов. Лев Квициня прибыл в Дагестан с гуманитарным грузом для пострадавших от стихийного бедствия. В Дагестане все еще сохраняется опасность ухудшения погодных условий. Последние новости в материале местного корреспондента из Исламабада. Президент Абхазии Бадыр Акунба принял депутата Госдумы России Казбека Таисаева. Обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия. Бадыр Акунба поблагодарил лично Казбека Таисаева за многолетнюю поддержку, которую он оказывает республике. Отметил его значительный вклад в укрепление межпарламентских связей. Вы являетесь большим другом абхазского народа. Спасибо большое за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете на протяжении десятков лет нашей республики. Народ Абхазии прекрасно знает и понимает, и чувствует ту теплоту отношений, которую вы выстроили с нашей республикой. Уверен в том, что в рамках нашей встречи есть возможность пообщаться и обсудить вопросы актуальные нашего сотрудничества и взаимодействия. Но самое главное, конечно же, это же теплое отношение к нашим дорогим братьям в вашем лице. Еще раз приветствую вас. Я хочу передать вам приветы от руководства Государственной Думы, от Вячеслава Викторовича Володина, от председателя комитета по делам СНГ Леонида Ивановича Калашникова. Но особо теплые, особые приветы от Геннадия Андреевича Зюганова, который очень любит Абхазию. Вы знаете, народ Абхазии. Очень многое связывает его отец во время Великой Отечественной войны в Севастополе потерял ногу, а восстанавливал здоровье здесь, в Абхазии. Поэтому у него особое отношение к Абхазии. Бадыр Зурович, я впервые прилетел в аэропорт. И вот столько позитивных, положительных эмоций я давно не испытывал. Знаю, насколько тяжело вам это все удалось, насколько какой труд был. Нам с вами очень повезло, что сегодня за развитие наших отношений отвечает Сергей Владимирович Кириенко, для которого Абхазия – родной дом. Он здесь родился, учился. Это выдающийся человек, который знает, как и что делать. Со своей стороны я хотел бы поблагодарить вас за ту работу, которую вы поддерживаете, которой у нас очень добрые отношения сложились с парламентом республики. Уровень взаимоотношений, взаимодействия между руководством Российской Федерации и Республикой Абхазия создает наиболее благоприятные условия для созидания, для улучшения качества жизни граждан нашей страны. Генпрокуратура расследует дело об убийстве малолетней девочки в Гулрыбском районе. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении Лахиной Кристины Максимовны по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетней девочки Лахиной Габриэлы Беслановны. По версии следствия, Лахина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанесла ребенку травмы, несовместимые с жизнью. Следствие отмечает, что преступление было совершено с особой жестокостью и издевательством в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Лахина задержана и водворена в ИВС МВД. По поручению генпрокурора Адгура Агарба уголовное дело изъято из производства районной прокуратуры и передано в Следственное управление Генеральной прокуратуры для дальнейшего расследования. За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Парламент считает необходимым разработать закон против домашнего насилия после трагедии в Гулрыбском районе. На очередном заседании сессии Народного собрания депутаты выступили с такой инициативой. Было рассмотрено более 10 вопросов, в том числе внесение изменений в закон о правовом положении иностранных граждан Республики Абхазия. Согласно поправкам, вводятся ограничения на работу иностранцев в определенных сферах экономики. Подробности заседания в материале Гугуцы Вардания.
Очередное заседание сессии парламента началось с обсуждения крайне острой темы необходимости принятия закона о домашнем насилии. Катализатором дискуссии стала недавняя трагедия в Гулрыбском районе, которая потрясла все общество. Депутаты признают, в республике существует серьезный правовой вакуум. Специализированный закон отсутствует. Проект закона о домашнем насилии, он у нас не рассматривался, он даже не зарегистрирован. И я бы, честно говоря, естественно, с вашего позволения, одобрения, предложил бы на ближайшем комитете в каком-то виде начать поднимать этот вопрос, потому что действительно все общество было взбудоражено. И я считаю, что наша задача – это предотвратить подобные случаи, а не ждать очередного прецедента. Конечно, эти вопросы должны рассматриваться. Рашида Азаретовна, наверное, на площадке вашего комитета предлагаю в ближайшее время организовать обсуждение. Старый проект, который был в 6-м созыве, есть письмо обращения уполномоченного по правам человека. Анна Скишмария, кстати, она с докладом будет выступать на следующей неделе. Пригласить представителей всех профильных служб уполномоченного по правам человека, администрацию президента, понятно, и все эти вопросы обсудить и выработать правовой путь. Парламент принял во втором чтении важные поправки к закону о местных выборах. Изменения напрямую касаются формирования избиркомов. Как подчеркнул Дауд Хутаба, законопроект закрепляет исключительное право на агитацию и участие в избирательном процессе только за гражданами Абхазии. Кроме того, порог в составы комиссий на местах в 25 лет для их членов отменен. Войти в состав избиркома в своем районе теперь может любой гражданин, обладающий правом голоса. При этом порядок выдвижения кандидатов остается прежним. Их могут предлагать политические партии, трудовые коллективы и собрания жителей. Участниками избирательного процесса являются теперь только граждане Абхазии. И там прописано, кто являются участниками избирательного процесса, и в том числе и люди, которые занимаются агитацией. Парламент окончательно утвердил новые размеры госпошлин по искам о праве собственности и сносе незаконных построек. Теперь плата за подачу такого заявления в суд будет фиксированной. 2000 рублей для граждан, 3000 для предпринимателей и 6000 рублей для юридических лиц. Закон принят в окончательном чтении. Иностранцам запретят работать в такси. Парламент окончательно принял закон, который позволяет правительству ограничивать труд иностранных граждан в определенных отраслях. Первая мера коснется пассажирских перевозок. Теперь водителем такси в Абхазии может быть только гражданин республики. Новые правила направлены на защиту местного рынка труда и поддержку трудоустройства жителей страны. История вопроса – это когда в соответствии с поручениями президента, Кабинету министров, разрабатывались изменения в положение о лицензировании перевозок, транспортном обслуживании, то есть в сфере такси, и с тем, чтобы установить ограничения на привлечение иностранных граждан в качестве водителей такси. Пенсионные права таможенников уравняли с остальными силовиками. Парламент окончательно принял закон, который вводит единые стандарты начисления пенсий для всех силовых ведомств. Теперь для сотрудников таможни, защищавших Абхазию, будет действовать более справедливый механизм учета выслуги лет. Это решение устраняет правовое неравенство между различными категориями ветеранов силовых структур. В Абхазии впервые появится закон о кино. Парламент принял документ в первом чтении. Новые правила определяют статус национального фильма и вводят систему господдержки. Дебютные картины государство профинансирует полностью, остальные проекты на 70%. Расходы на участие в международных фестивалях власти смогут брать на себя на все 100%. Также закон вводит платные разрешения для иностранных кинокомпаний, желающих проводить съемки на территории республики. Парламент поддержал местных производителей, освободив ввоз промышленного оборудования от налога на добавленную стоимость. Речь идет об уникальных станках и запчастях, аналоги которых не производятся в Абхазии. Это решение позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и поможет предпринимателям быстрее запускать новые заводы и цеха. Я хочу, чтобы коллеги знали, мы проводили комитет, приглашали представителей Государственного таможенного комитета. В свое время, когда оформлялись эти перечни,
перечни оформлялись целыми группами, без кодов товаров конкретных, без определения конкретных товаров, которые будут освобождаться, в том числе от ввозного НДС. Данный проект постановления позволяет конкретизировать те коды товаров, которые можно вводить без взимания ввозной таможенной пошлины. И я знаю, что есть коды товары, которые подпадут под, выделив вот эти вот конкретные коды товаров, и попадут под таможенное регулирование. Да. В рамках сессии депутаты парламента приняли решение о награждении народного художника Абхазии Батала Джапуа почетной грамотой парламента, отметив его исключительный вклад в национальную культуру и сохранение исторического наследия. Гугуца Вардания, Камила Джапуа, Абхазское телевидение. К концу года планируется увеличить размер выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом, в частности, шла речь на встрече премьер-министра Владимира Дылба с председателем Фонда соцстрахования и охраны труда Бакуром Беби. Были обсуждены итоги исполнения бюджета за первый квартал текущего года и выполнения социальных обязательств перед гражданами. Фонд сохраняет положительную динамику. Доходы составили 34,7 миллионов рублей, что на 7 миллионов больше аналогичного периода прошлого года. Социальная защита – это главное наше направление. На эти цели направлено 55 миллионов 900 тысяч рублей, что составило 95% от запланированной суммы. Такие виды пособия особо важные. Это пособие по беременности и родам. Было выплачено 102 пособия на сумму 12 миллионов 550 тысяч рублей. Это 24% от запланированного на весь год. Эти цифры, Владимир Валерьевич, они на самом деле прямые выплаты и делают большую, огромную поддержку, социальную, общественную поддержку нашего населения. Такие же пособия при рождении ребенка. В конце года фондом инициировано и вами поддержано, Владимир Валерьевич, правительством нашим, повышение данного вида пособия с 1 января 2026 года. Это такой вид пособия, как работающих граждан с 27 тысяч рублей до 35 тысяч рублей. Было выплачено 198 пособий на сумму 6 миллионов 930 тысяч рублей. Общая сумма выплаченных пособий для рождения ребенка составила за первый квартал 11 миллионов 900 тысяч рублей. Пособие по уходу за ребенком. Одно из важнейших пособий дано до 1,5 лет. В первом квартале 2026 года было нами инициировано и уже прошло согласование проект повышения данного вида пособия. С вашей поддержкой, Владимир Валерьевич, мы хотим повысить, но уже проект у вас, с 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Как и предыдущий год, и по результатам работы в первом вновь инициировано повышение пособия по рождению ребенка для работающих граждан с 35 тысяч рублей до 42 тысяч рублей. В своем послании президент страны Народному собранию обозначил основные направления реализации социальной политики, в том числе поддержка именно семей, в которых рождаются дети. И, безусловно, мы этому будем исследовать. На данный момент у нас 1 января произошла индексация с 28 тысяч до 35 тысяч. Поэтому ваше предложение об очередной индексации размера выплат с 35 до 42 тысяч рублей, безусловно, будет поддержана. Цель в этом смысле поставлена до конца текущего года не менее 50 тысяч рублей обеспечить выплату семьям, у которых рождаются дети, работающим семьям, безусловно. Проект уже подготовлен, он будет рассматриваться в повестке заседания Кабинета министров в ближайшее время. И очень рассчитываю, что его действие вступит с 1 мая текущего года. Это очередной шаг в реализации государственной социальной политики, обозначенной президентом. Забота о людях, забота о гражданах нашей страны – ключевая позиция государства. Ключевая позиция, мы должны обязательно с вами продолжить эту работу для достижения этой важнейшей цели.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня прибыл в Дагестан с гуманитарным грузом для пострадавших от стихийного бедствия. По поручению президента Абхазии Бадри Гунба в Дагестан доставлено 80 тонн питьевой воды. Абхазия готова оказать всю необходимую помощь, вплоть до лекарственных препаратов, отметил Лев Квицыня. Также министр посетил ситуационный центр республики, где ознакомился с работой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России. С министром МЧС Дагестана Нариманом Казимагомедовым было проведено совещание для определения дальнейшего плана действий. В Дагестане все еще сохраняется опасность ухудшения погодных условий. В республике объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков. Сформирована комиссия по ликвидации последствий бедствия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Подробности в материале наших дагестанских коллег. Рабочая поездка главы МЧС в Дагестан начинается с Мамет-Калы, одного из населенных пунктов, сильнее других пострадавших от удара стихии. Поселок все еще живет в режиме ликвидации последствий. Техника работает без остановки, улицы расчищают, воду откачивают. Александр Куренков осматривает оперативный штаб, общается со спасателями, добровольцами и самими жителями. Разговор с жителями прямой и душевный. Они очень ждут поддержки. Александр, вот по-человечески, вот как человек, я хочу попросить, сделайте все, что вы можете с вашей стороны. За каждым таким обращением разрушенный дом, уничтоженное имущество и попытка начать все заново. А это будет выездная комиссия, она начнет работать конкретно по этим домам. Вы приедете, вы зайдете туда, они вам всем помогут. На месте министру докладывают и о состоянии поврежденной дамбы. Специалисты оценивают ее устойчивость и готовят план восстановительных работ. Гидрологическая обстановка остается под круглосуточным контролем. Дамба это будет восстановлена, и, соответственно, водохранилище это будет продолжать работу. Это пока предварительная информация. Тем временем в республику продолжает поступать федеральная помощь. Борт МЧС доставил более 23 тонн гуманитарного груза. Мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и питьевую воду. Все это направят туда, где ситуация остается наиболее тяжелой, включая подтопленные пригороды Махачкалы и северные районы, где в ряде сел Хасавюртовского района вода до сих пор не отступила. Вот один, это жилая зона. Хорошо, что люди успели уйти оттуда. Вот второй. Для саманных домов такое наводнение – это настоящий приговор. Дополнительная техника должна ускорить откачку. Для многих домов это вопрос выживания. Чем дольше вода стоит внутри, тем меньше шансов спасти строение. Здесь качаем, тут качаем. Компенсации, восстановление документов, оформление заявлений. Именно с этими вопросами жители сегодня обращаются чаще всего. Их обсуждают и на совещании в ситуационном центре МЧС в Махачкале. Власти и экстренные службы докладывают о ходе восстановительных работ и мерах поддержки для пострадавших. После изучения докладов специальной правительственной комиссии принято решение отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к чрезвычайной ситуации федерального характера. Более высокий режим функционирования, который мы ввели на прошлой неделе, и повышение его на уровне федерального, для того, чтобы можно было бы, в том числе с использованием резервов, оказать помощь Дагестану в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И все это на фоне новых погодных рисков. Синоптики предупреждают, опасная обстановка сохраняется. Причем удар стихии сейчас приходится уже не только на зоны подтопления. В горных районах метели, сходы оползней и поврежденные линии электропередачи. В некоторых селах, как Бутуш, жители готовятся к новому ухудшению погоды, укрепляя берега. В этих условиях глава МЧС говорит отдельные слова благодарности волонтерам, среди которых молодая гвардия «Единой России», и, конечно, добровольцам. Тем, кто в первые часы наводнения без приказов и инструкций бросился спасать людей. Рискуя собственной жизнью, они вытаскивали людей из бурных потоков и на личных машинах эвакуировали семьи в безопасные места. В условиях аномальной погоды подобное наводнение в Дагестане впервые за 100 лет. Плечом к плечу работают спасатели, власти и сами жители. И противостоят стихии вместе. Саркар Магомедов, Сарик Салихов, Абдулла Магомедов, Екатерина Бахтова. Вести, Дагестан.
К ситуации на Ближнем Востоке. Делегация, возглавляемая американским вице-президентом, отправилась в Пакистан. В столице Исламской Республики запланированы переговоры между Ираном и США. Джей Ди Венс перед посадкой заявил, что Америка готова протянуть руку помощи, если иранцы будут действовать добросовестно. Между тем, глава иранской делегации заявил, что еще не до конца выполнены условия для начала переговоров. Последние новости в материале местного корреспондента из Исламабада. Я нахожусь прямо перед зданием парламента в столице Пакистана, Исламабаде. Здесь красная зона. Эта зона имеет 5 входов, и все они полностью заблокированы. Движение запрещено. Внутри находятся очень важные правительственные здания, включая Пакистанское министерство иностранных дел, которое является местом переговоров между Ираном и США. Таким образом, территория полностью охраняется 10 тысячами военнослужащих. Относительно информации и прибытия обеих сторон существует строгая секретность. В аэропорты никого не пускают. Мы не знаем, какая делегация уже прибыла, потому что по соображениям безопасности эту информацию не сообщают даже официальным СМИ. Существует страх и опасения по поводу результатов переговоров, поскольку у иранцев есть серьезные сомнения. После непрерывных атак израильтян на Ливан Пакистан сделал очень четкое заявление. В нем говорится, что Израиль не должен этого делать, потому что это может нанести ущерб процессу мира и атмосфере переговоров. Роль Пакистана в основном заключается в посредничестве. Было приложено много усилий, чтобы собрать обе стороны за одним столом. Мы ожидаем неформальные и предварительные сессии сегодня, но окончательные и финальные переговоры начнутся завтра утром. Ожидания накаляются, но растет и ощущение, что даже ограниченный прорыв здесь может стать знаковым прогрессом в начале более широкого пути к деэскалации, в момент, когда существует глубокая неопределенность. Мир наблюдает и ждет возможного мира. Бывший глава контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что главным препятствием, которое может помешать нормальным переговорам, это Израиль, и что американские власти должны сделать все возможное, чтобы Тель-Авив вновь не сорвал процесс. Абсолютно необходимо, чтобы мы убедились, что израильтяне не саботируют это двухнедельное прекращение огня или, в конечном итоге, стабильный мир, который мы пытаемся достичь с иранцами. Мы на пороге того, чтобы открыть Ормузский пролив в надежде восстановить мировое энергоснабжение и торговлю. Последнее, что нам нужно, это то, чтобы израильтяне делали то, что они делали в прошлых переговорах, а именно убивали переговорщиков или совершали серию ударов, которые ведут к эскалации. И чтобы гарантировать, что мы сможем сдерживать израильтян, нам на самом деле необходимо начать забирать у них ту военную поддержку, которую мы им оказываем. Мы должны вернуть себе столько, чтобы они просто не могли проводить наступательные операции, чтобы они использовали все свои военные возможности только для защиты своей страны, а не для наступательных операций внутри Ирана, просто потому что у них очень плохая репутация в плане соблюдения этих соглашений. А пока многие в США недоумевают, почему Трамп пошел на поводу у Нетаньяху. Бывший госсекретарь США Джон Керри раскрыл детали многолетних попыток Израиля втянуть США в войну против Ирана. Несмотря на неоднократные отказы, премьер-министр Израиля нашел таки подходящего кандидата. В дополнение ко всему вашему опыту, в этом вы, вероятно, сидели за столом с премьер-министром Нетаньяху больше, чем кто-либо другой. Вероятно, вы видели в «Нью-Йорк Таймс» статью, что Нетаньяху оказался в ситуации, когда он фактически предложил Трампу ударить по Ирану. Вам когда-либо доводилось участвовать в подобных разговорах? Я знаю, что он делал такие предложения предыдущим администрациям. Были ли вы удивлены, что ему удалось убедить Трампа? Я участвовал во множестве разговоров с премьер-министром Нетаньяху, разговоров, которые проходили в других странах. Да, он хотел, чтобы мы ударили. Он приходил к президенту Обаме, он показал целую презентацию, чтобы убедить в необходимости удара. Но Обама отклонил. Байден отказался тоже. Президент Буш тоже отказался. И очевидно, что единственный, кто согласился, это президент Трамп. Просто не было необратимой угрозы. Администрация тратила месяцы, рассказывая нам, что они уничтожили всю ядерную программу. Получается, что с одной стороны они уничтожают программу, а с другой стороны они говорят нам: о, кстати, существует неминуемая ядерная угроза со стороны Ирана. Премьер-министр сделал свои предложения о том, что произойдет, и президент сказал: да, это отличная идея.
Иран, в свою очередь, предупредил, что выйдет из переговоров, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Накануне израильские войска нанесли очередной удар, несмотря на объявленное перемирие. По меньшей мере 10 человек погибли в результате предполагаемого израильского удара на юге Ливана в среду. На кадрах видно, как здания превращаются в руины, а жители осматривают остатки своих домов. 10 апреля 2026 года сотрудниками Центрального аппарата СГБ Республики Абхазия были задержаны жители города Сочи Нина Броник и ее сын Тимур Угуров, которые прибыли в город Сухум на личном автотранспорте. По полученной информации, остановившись у въезда в город, гражданка Броник осуществляла фотосъемку своего сына с грузинским флагом на фоне въездной стелы. Данные граждане были доставлены в здание СГБ для выяснения всех обстоятельств. После проведения профилактической беседы Броник и Угуров в сопровождении сотрудников СГБ покинули территорию Республики Абхазия. Ремонтно-восстановительные работы на участке Сухума-Чемчира близятся к завершению. В работе задействованы 2 бригады специалистов АЖД, 4 бригады железнодорожников из России, специализированная техника. Специалисты осуществляют замену рельсов, укладку железобетонных шпал, установку стрелочных переводов, выправку пути и засыпку щебнем. Особое внимание уделяется замене изношенных рельсов, шпал и скреплений, а также поддержанию геометрических параметров пути, включая рихтовку и выправку по уровню. Также ремонтные работы ведутся и на ЖД-мостах, тоннелях, санкционированных переездах, а также на ЖД-станциях. Кроме того, проводится детальная проверка состояния земляного полотна, насыпей, выемок и водоотводных сооружений с целью своевременного выявления и устранения дефектов. По поручению президента ведется работа по ремонту железной дороги перегон Сухум, это 2100 километр, и Ачимчира, это 2154 километр. То есть в общей сложности получается 54 километра. Ведется ремонт по замене рельсов дефектных, ведется ремонт по замене всех скреплений, то есть рельсы к шпалам, то есть где у нас разбитые шпалы, тоже меняем их. Также где дефектные деревянные шпалы, тоже меняем на железобетонные. На данный момент ведется работа на станции Киласур. Здесь у нас немалый объем сделан, именно касаемый по стыкам, по замене всех скреплений, по рельсошпальной решетки. Ну и, соответственно, подсыпка, подбивка. Начали с того года, у нас были сроки до апреля. Сейчас у нас 14 числа путеизмерительный вагон будет проходить и должен нам показать все, что мы исправили по сегодняшний день. Ну, я думаю, не хочется забегать наперед, из 100% 70% мы исправили всех тех замечаний, которые были сделаны февральским проходом путеизмерительного вагона, который проходил также по перегону Веселая с Ачимчира. Тропические фрукты в Абхазии – новые горизонты сотрудничества. Директор субтропического научного центра РАН, академик Алексей Рындин, посетил опытные участки Института сельского хозяйства Абхазии, где высажены тропические фрукты. Коллекция тропических растений в институте насчитывает 11 сортов банана, 6 сортов папайи, 2 сорта ананаса, а также сахарный тростник, драгонфрут, питахая и маракуйя. Главная цель работы института – это испытать различные тропические сорта в почвенно-климатических условиях Абхазии, а затем на основе полученных данных давать рекомендации местным фермерам. Несколько сортов уже показали свою эффективность, некоторые же, напротив, оказались малопригодны для выращивания в Абхазии. По итогам визита стороны договорились продолжить развивать сотрудничество и в области тропических плодовых растений, а также пополнить коллекцию инвитро субтропического научного центра РАН наиболее перспективными образцами.
Абхазский театр представит премьеру трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир» 16 и 17 апреля. Режиссер-постановщик спектакля, заслуженный артист России, заслуженный работник культуры Абхазии Отгуркова. Особенностью спектакля стал актерский ансамбль, объединивший представителей 4 поколений труппы. За главную роль исполнит заслуженный артист Абхазии Раулькова. Роли дочерей Лира исполнят Кристина Цимсба, Ашна Хакба и Лана Джопо. В спектакле задействованы также народные артисты Абхазии Кисоу Хакба и Сырби Сангулья. В состав постановочной группы вошли сценограф Игорь Панченко, хореограф Эрик Тыргба и художник по свету Михаил Манчгаладзе. Текст пьесы на абхазский язык перевел член Союза писателей Абхазии и России Геннадий Аламия. В нашем деле, в нашем ремесле, да, без без такого страстного участия в собственном деле, да, никуда. Если тобой не руководят страсти, значит и зрителям они не будут руководить. Пару месяцев над ним работаем, да, вроде интересно получается, но насколько это интересно, это решит только зритель, когда придет, да. Мы пока строим. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные и праздничные дни 11, 12 и 13 апреля в Абхазии сохранится неустойчивая погода. Дождь разной интенсивности, гроза, туман, в горах снег. Температура воздуха ночью 2-7, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшихшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.